Только за 2 часа рейда сотрудники ГИБДД успели оштрафовать 7 водителей. Они не накрыли перевозимый стройматериал тентом. В некоторых случаях допускается отсутствие покрытия, если поверхность не превышает уровень бортов кузова. Но и тогда груз должен быть укрыт специальным пологом. У Мухарбека Хашиева интересное оправдание своему нарушению. Да, песок мытый, мокрый, он не сыпется, поэтому брезент я не накрыл. А так у меня есть брезент. Когда сыпучий песок, я накрываю. А мытый песок, он же мытый, с него ничего не сходит. Накрывать кузов брезентом – обязанность водителей, но многие пренебрегают ею. Говорят, зачем накрывать ради того, чтобы проехать пары километров. Все содержимое кузова разносится ветром не только на дороге, но и на проезжающие рядом автомобили. Это создает неудобства для других участников дорожного движения. Приходится дышать пылью, и это может стать причиной ДТП. Магомеду Паланкоеву выписали штраф. Он свою вину не отрицает. После диалога с инспектором ГАИ пообещал исправить ситуацию. Ну, нарушение хама собеки отстора, собеки брезент хам. Ну, редко он дусал, с момента ты сайсишь отстора. Ну да, дальнейшие правила будут соблюдать. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об ответственности, а владельцев фирм-перевозчиков напоминают, что они должны обязать своих рабочих пользоваться тентами и уважать других на проезжей части. Загрязнение дорожного полотна насыпным грузом грозит водителю штрафом 500 рублей, а вот юридическое лицо может лишиться сотни тысяч рублей. Конечно же, есть среди них лица, которые игнорируют по сегодняшний день данную перевозку, поэтому в отношении них составляются административные протокола согласно статье 12.21. Просьба граждан относиться к этим мероприятиям более положительной стороны, понимать, что это делается для того, чтобы дороги обезопасить, и граждане, которые систематически нарушают правила дорожного движения, их было меньше. Правилами благоустройства города не допускается перевозить грунт, мусор, сыпучие и строительные материалы без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Рейды по проверке перевозки грузов проводят ежедневно на разных дорогах и будут продолжаться, пока все водители не начнут соблюдать правила. Амина Зязикова, Асхаб Белакиев, Магаз 24.